Этот контейнер на протяжении 5 лет был домом для семьи фельдшера из села Восток Толкун Рахматовой. Здесь жила она, ее муж и 4 ее детей. Летом этого года супруг скончался от двусторонней пневмонии. Сюжет о фельдшере Толкун Рахматовой мы делали в сентябре этого года. До того, как переехать в контейнер, семья снимала квартиру. Но супруг внезапно заболел, у него отказали почки, и все накопления ушли на лечение. Контейнер предоставили местные власти рядом с местом работы женщины. Утеплили пол, провели электричество. Однако в таком доме зимой было все равно прохладно, а летом, наоборот, невозможно дышать. Толкун проработала почти 15 лет в местном фельдшерско-акушерском пункте. И в благодарность за самоотверженный труд односельчане решили построить дом для Толкун и ее детей. Я сам житель этого села. Толкуна наш фельдшер нашего села. И с начала пандемии она, не покладая рук, даже у нее муж был на гемодиализе. Несмотря на это, она выходила рано утром, уходила. Скорая помощь, как вы знаете, не доезжала до нас. Муж у нее был на гемодиализе и скончался. И она осталась с 4 детьми. Мы это все видели и сообща решили построить ей дом. Дом возводили 2 месяца. Земельный участок купили рядом с ФАПом. И даже успели его немного озеленить. Рядом с домом посадили ели и березы. Новоселье фельдшер справила накануне. Праздновали всем селом. Теперь осталось из контейнера перевезти вещи. Заходите. Добро пожаловать в наш дом. Наш уютный теплый дом. Просторно и тепло, говорит Толкун о подарке, о каком всегда мечтала она и ее дети. И вот под Новый год желание сбылось. Площадь дома почти 100 квадратных метров. 2 спальни, зал, кухня, кладовка, санузел. Воду проведут на днях. У всех своя комната, самое главное. Дочка, он даже стеснялась своих друзей, своих одноклассников домой приводить, потому что там некуда было это и стыдно было. И то, что это самое наше заветное желание у нас исполнилось. Нам сделали прям евроремонт, все, и люстры, и вот нам мягкую мебель, кухонный гарнитур нам привезли. Вот телевизор еще нам, детям еще. Условия. Теплый пол у нас с отоплением, все, 3-фазка. Уже елку нарядили, о ней дети мечтали. Раньше не то что елку, самим поместиться было негде. Контейнер ведь маленький. Теперь у Толкун единственное желание под Новый год. О чем может медработник говорить, как не о здоровье? Чтобы вот эта пандемия, вот этот коронавирус быстрее закончился. Все, чтобы близкие не болели, и сами все, все, чтобы берегли себя и своих близких. Анастасия Соболева, Турган Язов, НТС, Чуйская область.